Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как посиделки со спиртным привели к конфликту и ножевому ранению. Это их личное дело. Погиб, попав под колеса грузовика. Скорую, как грузили, он стонал. Почему водитель не видел человека? И что продавали под видом качественного алкоголя в Татарстане жители Мариэл? А в данной бочке что за жидкость? Коньяк. Это и не только. Прямо сейчас. Ударила ножом в грудь своего молодого человека и сама взялась за скальпель, чуть не совершив непоправимое. Скандал, разгоревшийся между сожителями во время распития спиртных напитков, едва не закончился трагедией. Все произошло минувшей ночью в одном из домов на улице Чехова. Все подробности узнала Нафиса Минязова. Несмотря на то, что на месте происшествия уже работали сотрудники полиции, предполагаемая нападавшая вела себя весьма агрессивно. При этом явно не скрывала того, что на самом деле сделала. Все произошло именно в этой квартире. По словам соседей, бурная компания распивала спиртные напитки. А затем между парнем и девушкой случился конфликт, и последняя схватилась за нож. Анастасия, задержанная по подозрению в этом преступлении, сама рассказала, как именно все произошло. Говорит, сидели за столом на кухне, и в какой-то момент между ней и ее молодым человеком разгорелся скандал. На какой почве, говорит, не помнит, но тогда она не выдержала и взялась за кухонный нож. Молодого человека ударила в грудь. Сожители были на тот момент не одни. За всем происходящим наблюдал их друг. Меня за что в наручники заковали? Это их личное дело. Руслан не понимал, почему и на него надели наручники, однако все же рассказал, что было после того, как девушка набросилась ножом на своего сожителя. Говорит, что после произошедшего она, схватив скальпель, выбежала в подъезд. Парни побежали за ней и не дали сделать непоправимого. Ничего опасного для себя девушка сделать не успела, а раненый, но влюбленный парень спас ее от этого рокового шага. Прибывшие на место медики госпитализировали молодого человека в больницу с колото-резанным ранением грудной клетки. Будут или нет возбуждать уголовное дело в отношении Анастасии, станет известно после постановки точного диагноза пострадавшему. И от того, будет ли он иметь претензии в отношении возлюбленной. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. 23-летняя жительница Чистополя выбросила свою дочь со второго этажа на бетон вниз головой. Ангелина Кобзева подозревается в покушении на убийство собственного трехмесячного ребенка. По версии следствия, она вместе со своим сожителем и детьми пошла в гости к знакомым. После выпитого спиртного хозяева квартиры ушли спать, а Ангелина Кобзева начала ругаться со своим сожителем. Следователи установили, что в какой-то момент она заявила, что трехмесячная дочь никому не нужна, взяла девочку за ноги и выбросила из окна второго этажа. Осознав, что произошло, она бросилась на улицу к ребенку. Проснувшись, 10-летний сын, 23-летний подозреваемый, побежал к соседям, и те вызвали скорую помощь. В результате падения головой о бетонную поверхность ребенок получил тяжелые травмы и в настоящее время доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу. На данный момент Кобзева задержана. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении нее возбуждено дело по статье покушения на убийство малолетнего. Выехал на зебру и тут же оказался под колесами грузовика. Велосипедист скончался в больнице после наезда на пересечении улиц Беломорская и Бестужева. Как отметил водитель автовышки, мужчина появился в момент, когда он уже пересекал пешеходный переход. Человек попал под задние колеса автокрана. С места происшествия репортаж Айрата Назипова. Скорую, как грузили, он стонал. Сразу после произошедшего водитель грузовика вызвал на место происшествия бригаду медиков. Пострадавший велосипедист находился в сознании, однако не мог встать на ноги. Многотонная машина переехала ему конечности, в результате чего пострадавший потерял еще и много крови. Если бы я его, извините меня, по пешеходке начал тащить, я бы, наверное, по нему проехал, скорее всего. Хотя я не знаю, я как бы неопытен в таких делах. Первый раз такое ДТП попадаю, с людьми связанное. Водитель грузовика уверяет, что когда заезжал на зебру, на ней никого не было. Причем откуда появился человек, он и понятия не имеет. Как только увидел, что наехал на пешехода, тут же остановился. Я выезжал отсюда, убедившись, что машин нет с правой стороны, с левой, с этой. Я продолжил движение, и он оказался под задними колесами, как-то я не знаю, как он туда попал. Пострадавшего велосипедиста госпитализировали в больницу, где чуть позже мужчина скончался. Водителю же грузовика оставалось доказывать свою точку зрения автоинспекторам. Сложности добавляет тот факт, что на это место не направлена ни одна камера. Айрат Назипов, Адель Мулахметов, вызов 112.
23-летний молодой человек, переходивший дорогу по пешеходному переходу, погиб под колесами «Шкоды Октавия» в Автограде. Трагедия произошла на пересечении проспекта в Сюембике, Автозаводский. Момент происшествия был зафиксирован видеорегистратором, установленным в иномарке. Из этого видео понятно, чья вина в этой трагедии. Съемки посмотрела Алина Мусина. Вот этот переход, на котором погиб человек. За несколько секунд до трагедии дорогу перебегает пешеход, причем для него горит красный сигнал светофора. Следом молодой человек. Для водителя горит зеленый, на улице сумерки, и пешехода автолюбитель замечает в последнюю секунду. Именно наличие видеорегистратора позволило определить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В рамках этого ГИБДД города обращается к жителям приобретать и устанавливать в автомобиль видеорегистраторы. Они действительно выполняют бесценную роль при конфликтных ситуациях. В результате сильного удара 23-летний челнинец получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб до приезда медиков. Окончательно степень вины участников происшествия установит следствие. Алина Мусина, Елена Камалова и Сергей Вильданов. Вызов 112. 2 человека пострадали в результате крупной аварии на пересечении проспекта Ямашева и улицы Мусина. Там столкнулись 3 иномарки – Сузуки, Тойота и Хендай Акцент. По словам очевидцев, один из участников дорожно-транспортного происшествия проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Кто именно и почему, выясняла Нафиса Минязова. Молодой человек на Сузуки на красный свет проехал. И, получается, бок удар прошел. Виноват в аварии водитель Сузуки. Именно он проехал на запрещающий сигнал светофора. Так свою версию произошедшего рассказал Кирилл, водитель автомобиля Hyundai Accent. Он отметил, что с другом направлялся по улице Мусина в сторону улицы маршала Чуйкова и на перекрестке с проспектом Ямашева начал движение на зеленый сигнал светофора. Как вдруг на высокой скорости перпендикулярно движущийся автомобиль врезается сначала в Тойоту, затем отлетает прямо в правый бок южнокорейской иномарки. Свою вину признает? Да, признает. По словам Кирилла, водитель Сузуки свою вину признал полностью. Более того, он объяснил, почему все так произошло. У меня был откинут солнцезащитный, получается, козырек, и не увидел этот светофор, а тот он находится там, его просто не видно. Считает, что мог бы заметить второй светофор на другой стороне дороги, но регулировщики движения, по его мнению, на этом участке дороги расположены очень неудобно. Это и стало, по его мнению, главной причиной случившегося. Удар был сильный, обе машины потеряли возможность передвигаться самостоятельно. Однако это просто железо, отмечают водители. Гораздо важнее для них было состояние одного из пассажиров. В результате столкновения пострадал пассажир автомобиля Hyundai Accent, 24-летний парень. Его с различными травмами и подозрением на перелом ключицы госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Позже, проведя все необходимые обследования, медики диагностировали у молодого человека закрытый перелом ключицы со смещением. Досталось также и одному из водителей. Мужчина получил растяжение мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Степень вины водителя Сузуки также будет зависеть и от травм, полученных пострадавшими. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Оптовые поставки и дальнейший сбыт на территории Татарстана фальсифицированной алкогольной продукции из города Волжск, соседний Мариэл, пресекли сотрудники Управления экономической безопасности. Ниточка стала распутываться чуть больше месяца назад, когда при въезде в республику остановили жителя Волжска, в машине у которого обнаружили 200 литров спиртосодержащей жидкости. Куда они привели оперативников, знает Альбина Минибаева. Вода? В этих тоже? Чем дальше от входа, тем интереснее было оперативникам. Емкости становились другими, крепость содержимого менялась. В данных 5-литровых жидкостей байлонов что находится? Здесь же исходное сырье нехитрым способом путем добавления ароматизаторов превращается в благородный напиток. Запах спирта. А в данной бочке что за жидкость? Коньяк. Всего в общей сложности в частном доме подозреваемого и помещениях, ему же принадлежащих, оперативники обнаружили больше 5 тонн спиртосодержащей жидкости и фальсифицированной алкогольной продукции. Полицейские установили, что с 2014 года по апрель 2018 подозреваемый, не имея соответствующей лицензии, закупил крупную партию этилового спирта, который хранил дома в городе Волжск. Он использовал ее при производстве фальсифицированной алкогольной продукции. Оперативники установили, что изготовленный суррогат он передавал 2 жителям Зеленодольска, которые непосредственно занимались его реализацией. Кроме того, оперативники подразделения экономической безопасности установили, что фальсифицированную продукцию подозреваемый реализовывал через подконтрольный ему магазин, расположенный в городе. В настоящее время в отношении организатора судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении его сообщников подписка о невыезде. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статьям производства, хранения, перевозка либо сбыт товаров и продукции
не отвечающих требованиям безопасности, производство, приобретение, хранение, перевозка или избыт немаркированных товаров и продукции и незаконное производство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Максимальное наказание предусмотрено санкциями данных статей лишения свободы на срок до 6 лет. Альбина Винебаева, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.